По словам Дениса Волкова, в октябре состоится утверждение плана работы на 2021 год в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии на 2021-2025 годы. Предложения по нему сформулированы и направлены в ООО «Газпром Межрегионгаз». Работа ведется во взаимодействии с региональными представителями организаций и органами исполнительной власти республики. Схема действий проекта охватывает всю республику. В качестве основных инфраструктурных объектов отмечается газопровод, закольцовка между газораспределительными станциями ГРС «Назрани» и Кантышево протяженностью 9 километров. Строительство новых сетей позволит восполнить потребность в газе в расширяющихся населенных пунктах и ликвидировать проблему. Сейчас у нас в компании главный приоритет – это максимально быстрая подготовка и согласование с регионами программ газификации 21-25. В этом смысле огромное спасибо, что получилось оперативно отработать с коллегами эту программу. Мы сейчас в форсированном режиме подготовим, соответственно, проведем все согласования внутри «Газпрома» и подготовим эту программу для финального подписания Алексеем Борисовичем. И тогда мы незамедлительно приступим к формированию планов, графиков строительства на 2021 год. С тем, чтобы уже начать какие-то реальные мероприятия по реализации этой программы. Также хотел бы поблагодарить за конструктивную работу по всему комплексу проблем, которые существуют в Ингушетии в сфере газоснабжения. Хотел бы еще отметить, что руководством «Газпрома» в последнее время очень серьезное внимание уделяется вопросам безопасности. Мы пишем постоянно большое число писем руководителям страны различного уровня, и на региональном уровне, и на федеральном. На всех совещаниях, которые проводит наш куратор, зампредправления Маркелов Виталий Анатольевич с регионами Российской Федерации, всегда поднимаются вопросы безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования. Глава региона отметил в ходе совещания, что особенно важным для субъекта является межпоселковый газопровод, затрагивающий обширную горную часть между сельскими поселениями Джайрах и Таргим общей протяженностью 52 километров. Предложение о его строительстве было вынесено региональным правительством на основании обращения администрации Джайрахского района в связи с необходимостью газоснабжения населенных пунктов, социально-бытовых объектов и объектов туристического кластера, детский оздоровительный лагерь Эрзи, альпинистский лагерь, гостиница и другие. Такую работу, вот сейчас предполагается там еще 52 километра, да, вот, строить, да, там 3-4 года, нам всю горную часть газифицируют. Мы должны благодарны быть, мы должны работать, идти навстречу. Фактически есть вещи, которые действительно нарушают. В действительности есть юридические лица, да? Физические лица, которые могут платить. Но дифференцированно надо подходить к этим вещам. Вот. И второе, здесь еще немаловажно, вот Дмитрий Николаевич обратил мне внимание, то, что вот эти вот прокладка всех этих газовых труб, прохождение их под землей, не изолируя, ну, как нормативно, как вы должны их там, переезд или во двор, прям труба лежит в земле. И вот эту работу я просил Дмитрия Николаевича, давайте по селам, вот надо по улице, по домам идти и заодно как раз и оплате. Потому что там где-нибудь труба там прогнулась, там, а там и тракторы, и КАМАЗ еще ходит. Там 30-40 сантиметров сверху земля и просто лежит. Мы должны это делать. Безопасность, еще раз говорю. Мы все сети приводим в порядок. Они были частные, они не знаю, чьих они были. Мы сейчас приводим этот порядок. У нас осталось, по-моему, 15%. Вот, надо вот эти все сети, значит, они были, чтобы не безхозяйными. Потому что куда это газ уходит? Важно, да. Куда в газ уходит? Мы сейчас через суд вот, их признаем безхозяйными и потом передаем или закрываем на баланс там, этих муниципалитетов. После чего уже там юридически оформляется. Но сроки поставьте мне. Вот, когда это будет не 15, а 5%, потом 1%. Вот все эти мне сроки и на стол, вот это поручение. И контроль. Землю под ними тоже оформляйте. Оформляйте. В обязательном порядке. Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования, проблемы которой также намереваются решить в ходе реализации программы, поэтапно проводя проверку уже существующей инфраструктуры. Люди гибнут. Шланг какой-то бросают. Слушайте, это источник повышенной опасности. То есть, если вы через там,
сквозь пальцы смотрите на это в последующем жизнь человека, семьи. Вот сейчас 3 человека погибло, да? Сигналы есть, точные сегменты есть, куда идти. Вот. И надо идти целенаправленно и в прессу. Это надо вот прям садиться в камеру и говорить: слушайте, это жизнь и смерть. Нельзя так делать. У меня это боль уже. У нас люди погибли, блоки делают, там и кислородные баллоны, как вы говорили, да, там все может быть везде. Никакой дистанции, никакой изоляции, никакой там, ну как это положено, нормативы. И, естественно, вентиляция. Самое страшное. Создавайте рабочую группу и, знаете, не просто заниматься, а результаты мне чтобы были. Мы должны бить тревогу и решать эту проблему в первую очередь. Помимо создания условий для обеспечения безопасности, в наши обязанности также входит правильное воспитание и образование наших детей. С 4 класса ввести в школах в программу урока ОБЖ темы безопасного обращения с источниками повышенной опасности, каким является любое газовое оборудование. Необходимо с детства воспитывать ответственное отношение к этому, заключил Махмуд Али Калиматов. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.